В конкурсных процедурах четко бывает отражена информация, на каких местах положено останавливаться транспорт средствам именно по перевозке пассажиров. Правила давно не новые, но повторять их приходится часто, особенно водителям общественного транспорта. Они не имеют права высаживать пассажиров в неположенном месте. Это одна из остановок в Гомурзиевском административном округе. Отсюда начинается маршрут девяток. Первое нарушение не заставило себя долго ждать. Вот, как мы можем видеть, данное автомобильное транспортное средство производит высадку и посадку в неположенном месте. Водитель высадил пассажира прямо на проезжей части. Несмотря на то, что в 200 метрах от этого места есть остановочный павильон. Так почему же нарушает? Основ взять. Так пассажирам легче, признается водитель, который явно не думает о последствиях и неудобствах, создаваемых беспрерывному потоку автомобилей. А ведь эта ситуация может привести к ДТП. Нарушают и сами пассажиры, которым просто лень дойти до остановки. Пример тому проспект Базоркина. Здесь, на углу возле местной администрации, собираются пассажиры, которые ждут автобуса, хотя остановка находится в 100 метрах отсюда. Всю жизнь улицы царят. Вот 13 сюда становится. Да, видно. Вот видишь. Вина за происходящее ложится, конечно же, на водителя общественного транспорта. Подобная картина наблюдается и в столице республики. Очень часто людей высаживают возле пенсионного фонда, хотя здесь нет остановки. Так, в час пик создаются пробки и заторы. Мы проверим эту ситуацию. Я сам наблюдал то, что остановка совершается в районе поста при въезде в Магаз. И далее у нас следующая остановка имеется только Дзурдзуки. А там дальше только сход у нас в районе библиотеки. Проверим. Нарушение выявляет Ространснадзор. Размер штрафа 3000 рублей. За прошлый год выписали 8 постановлений. По факту их должно было быть намного больше. Как заявляют сами сотрудники, в решении этой проблемы они бессильны. В первую очередь этот вопрос должны решить те люди, которые принадлежат эти остановочные пункты, привести их в порядок. И те люди, которые отвечают, которые подали транспортное средство для перевозки пассажиров, они же заключают с ним договора. Чтобы эти люди не останавливались, где не положено. И все. А штрафные санкции? Их проверить, пойти сейчас, проверку делать мы не имеем права. Сейчас риск ориентирования, и на основании этого риска ориентирования нам не согласовывают эти материалы, чтобы мы проверяли этих людей. У нас в этом году ни одной плановой проверки нет. Чтоб тебе ее прокуратура согласовала, должны быть очень резкие причины и угрожающие жизнедеятельности людей. А что делать, если на маршруте нет остановочных павильонов? Как делятся сами водители, по направлению Назрань-Сунжа их вовсе нет. Чтобы убедиться в этом, мы решили проехаться по так называемой внутренней дороге Назрани. В итоге остановки нашлись, вот только расстояние между ними составляет 4 километра. За наличие остановок отвечает организация, на чьем балансе автодорога. Это находится в компетенции Министерства автомобильных дорог. Остановочные павильоны, по моему тоже мнению, недостаточны. Могу сказать, что там двухстороннее движение, особенно при въезде в Карбулак, когда мы едем по автодороге в сторону Сунжи. По правой стороне, по моему мнению, застройка сама городская, я считаю, не просто неудовлетворительная, а просто отвратительная. Расположить на этом расстоянии заездной карман, остановочную площадку, там практически места нет. Я думаю, вы со мной согласитесь. Хочу сразу оговорить, чтобы выполнить работы по устройству заездного кармана и остановочной площадки вместе с павильоном, необходимо, расстояние должно быть 48 метров, это заездной карман для остановки общественного транспорта. От кромки проезжей части должно быть 3,5 метра до площадки пассажиров и 3 метра сама площадка. Вместе с количеством общественного транспорта растут и нарушения, следовательно, и вероятность ДТП увеличивается. Тем более, что в других субъектах есть горький опыт. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Асхаб Белакиев, Новости 24.